В двух крупнейших городах Казахстана 9 ноября прошли митинги за реформу политической системы и переход от суперпрезидентской республики к парламентской. На акциях, одна из которых была несанкционированной, звучали также требования освободить политзаключенных. «Мы живем в диктатуре». Митинг в Алматы. Митинг гражданского движения «Аян, Казахстан» в центре Алматы собрал несколько десятков участников. Его организаторы заявили, что не подавали заявку в городской акимат на проведение публичной акции, поскольку считают, что право на мирные собрания гарантировано Конституцией и международными договорами, к которым присоединился Казахстан, и не может быть ограничено какими-либо нормативными актами. Молодые активисты движения вышли с плакатами и баннерами с надписями «Парламентская республика», «Свобода не требует санкции», «Мне не нужно разрешение, чтобы говорить». Пришло время объединяться и другими. Их основные требования – ограничение президентских полномочий, переход от президентской формы правления к парламентской, политические реформы. Они заявили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев, ушедший в отставку в марте, передав пост своему ставленнику Касым-Жомарту Токаеву, но сохранивший широкие полномочия, создал авторитарную систему, которая налагает чрезмерные, по мнению активистов, ограничения на политическую и экономическую жизнь общества. Реальность такова, что мы живем в диктатуре, погрязшей в коррупции и неэффективном управлении. Наша страна больна. Имя этой болезни – диктатура президента. Тирания человека, узурпировавшего власть на заре независимости, когда общество было неокрепшим, заявил участник митинга Димаш Альжанов. Рецептом излечения от этой болезни являются политические реформы. Они должны быть системными и затронуть все ключевые сферы организации власти, выборов и правосудия. Это нонсенс, когда президент стоит над тремя ветвями власти. Такого нет нигде в мире. Это выдумка диктатора. Участники митинга назвали коррупцию и несправедливое обогащение правящей верхушки следствием чрезмерной власти президента, заявив, что во главе политической системы должен стоять сильный парламент. На митинге говорили, что судебная ветвь власти нуждается в освобождении из-под контроля президента. Они высказались за реформу избирательной системы, переход к прямым выборам по одномандатным округам и предоставление гражданским наблюдателям возможности отслеживать все стадии выборного процесса. На акции в Алматы призвали освободить граждан, включенных правозащитниками в списке политических заключенных. Журналист Айсан Ашим высказалась за декриминализацию клеветы и прекращение преследования журналистов в Казахстане. Она осудила приговор журналисту из Туркестанской области Амангельду Батырбекову, которого в прошлом месяце отправили за решетку, лишив свободы на 27 месяцев по обвинению в клевете. Международные прессозащитные организации ранее призвали Нурсултана освободить Батырбекова, отвергшего обвинения, и предоставить ему возможность свободно работать. На площади у памятника Абаю молодые активисты выступали около часа, а затем направились пешим маршем на площадь республики, скандируя по дороге «Аян, Казахстан, пробудись! Казахстан, за честные выборы, свободу политзаключенным, парламентская республика». Они остановились у монумента независимости, вновь озвучив ряд своих требований. Назарбаев – это прошлое. Нам всем надо распрощаться с этим прошлым. У нас есть будущее. Мы молодые и все в наших руках. В наших силах поменять страну. Мы должны сказать наконец пока. После 28 лет авторитарного правления, долгих лет коррупции, репрессий, произвола и обмана. Все в наших силах, сказал Димаш Альжанов на площади республики. За митингом и шествием наблюдали сотрудники полиции и люди в штатском. Задержаний на акции не было. После создания в июне движения «Аян, Казахстан» его участники заявили, что не намерены официально регистрироваться, не сотрудничают с политическими партиями и не получают финансирование от каких-либо казахстанских или зарубежных организаций. Это главная наша цель нашего митинга. Спасибо. Казахстан! 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 Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Место фальсификации! Честные выборы! Место фальсификации! Честные выборы!
Я приветствую всех собравшихся, проснувшихся граждан сегодня на митинге «Оян Казахстан» за парламентскую республику и политические реформы. Я знаю, что нас немного, я знаю, что нам всем страшно, но я верю, что нас будет больше, потому что я вижу очень много проснувшихся людей ежедневно. Я верю в наш мир. Сегодня, так как мы стоим у памятника Абая, я хотела бы зачитать отрывок из 3-го слова Абая. Над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам. Проводятся унизительные дознания. Загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустить его к выборам на высокие должности. Если гонимому ради своего спасения приходится обращаться за помощью к тем же негодяям, он поступает со своей честью. Если не идет к ним на поклон, значит быть ему несправедливо судимому, терпеть лишения и невзгоды, не находя в жизни достойного места и дела. Я хотела бы обратиться к вам, друзья. Вы видите, этот текст был написан более века назад. Но почему до сих пор он так актуален? Почему до сих пор в 2019 году все несогласные с режимом сидят? Почему у нас так много политзаключенных? Почему мы все молодые, образованные, талантливые, законопослушные люди, мы боимся выйти на улицы, которые принадлежат нам? Ведь я хотела бы напомнить, что единственным источником власти в Казахстане является народ. И я считаю, что мы сейчас все вместе, как сказал Галы Могилев, как сказал Димаш, мы все оппозиционные силы, все гражданские активисты должны объединиться и солидаризироваться, и требовать политических реформ. Потому что это единственный способ реформировать систему, потому что это единственный способ добиться хорошей жизни. Я в нас верю. Вместо авторитаризма — Парламентская республика! Вместо репрессий — правовое государство! Вместо фальсификаций — честные выборы! Оян Казахстан! Оян! Казахстан! Оян! Казахстан! Оян! Казахстан! Вместо фальсификаций! Честные выборы! Вместо авторитаризма! Парламентская республика! Свободу! Политзаключенным! Свободу! Политзаключенным! Свободу! Политзаключенным! Оян! Казахстан! Оян! Казахстан! Оян! Казахстан! Оян! Казахстан! Политзаключенным всем свободу! Требует свободу! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Мы требуем! Уважаемые, не нужно нам рассказывать о том, как мы живем. Вы нам, пожалуйста, что делать? По-русски можно. Здесь все народ. Всех политзаключенных отпустить, выпустить. Выпустить политзаключенных! Это в первую очередь. Вот Кайры Умар защищал наши земли. Ему... Нет. Во-первых, вот недавно я в суде была, лично в суде была. Это не суды, это... Незаконно посадили тоже. Незаконно. За то, что он сказал просто, что будет митинг, его за это на 15 суток посадили. В данном момент он в РГС находится. В первую очередь, я хочу жить в стране, где нет политзаключенных, где за мои мысли, за мои убеждения, за то, что я думаю, меня не посадят в тюрьму. Вот это в первую очередь мы люди. Мы должны думать головой, иначе для чего она нам нужна? Чтобы мы, не поднимая головы, на этой работе за мизерные деньги работали. Это все делается специально, чтобы народ был тупой, не развивался никуда, ни о чем не думал. Кредиты у всех, кредиты у всех, у каждого. Только и думаем, как бы заплатить эти кредиты. В первую очередь, политзаключенным нужно. Свободу политзаключенным! Ты хочешь конкуренции? Ты
зачем всех нас обзываешь облязовцами? Зачем? Мы все взрослые. Ты конкурируй тогда с этим облязовым. Кто пойдет за облязовым, а кто за тобой. Поняли вас, передайте микрофон следующий. Я хочу жить в свободной стране. Свободной. У нас в Казахстане. Вот такой демократический выбор, демократический митинг. Саяси тұтқындарды босату деген ол біздің ең басты талаптарымыздың бірі. Әлеуметтік желіге қағазда жазып тұрмыз. Қадірменді ағайын, жиналған қазақстандықтар, бауырларымыз, біздің қазақ, жаңа да баламыз айтып кетті ғой, қазақ деген халықта дүние жүзінде бізді білетіндер алдында біз ешқашанда арымыз таза, осы күнге дейін сондай халық болғанбыз. Анау Мысырға дейін барып, бейбарыс бабамыз моңғолдарды тоқтатқан, бүкіл арабтарды сақтап қалған, бәрін білесіңдер. Біз және қай жерде жүрсек та, қай стройда болсақ та, ертеңгі революцияда, арма қарай отан соғысында да ешқайсымыз ешкімге намысымызды бермей, ел жер дегенде бәрімен бірге жүріп қорғап, қанымызды, жанымызды берген. Ата-бабамыз осы жерді бізге аманаттық. 30 жыл бойы осындай бай, кең, бүкіл I'm an albatross.